На один день улицы Магаса превратились в одну большую спортивную арену под открытым небом для участников Забега Победы. Здесь около 400 спортсменов из 23 регионов России. Самая короткая дистанция – 500 метров, предназначена для детей. Самая длинная – 21 километр. Небольшая, но веселая разминка, и первыми на старт выходят малыши. Самому юному участнику всего 2 года. Азарт на лицах всех юных спортсменов. Самым маленьким помогают родители, а дети постарше вырывают победу друг у друга, не жалея сил. Первый у финиша в младшей группе – 6-летний Глеб Ильин. Я сначала был последним, некоторые упали, я их оббежал, потом я выбежал вторым, обогнал и побежал на первое место. Ну, раньше я в Беслане забег, где участвовал, занял первое место. К старту готовятся дети от 7 лет. Полина и Кирилл Тороповы свою жизнь без спорта не представляют. Брат и сестра занимаются карате, имеют синий и синий с желтой полосой пояса. Также преуспела сестра и в фигурном катании, имеет 2-й спортивный разряд. Встать на пьедестал, победить. И будет, думаю, очень хорошо. Я вообще хотела на 10 километров, но по возрастной категории меня не допустили, к сожалению. Я бегу на 500 метров. Ну, ощущения, как обычно. Как будто просто буду бегать, занимаюсь, подготавливаюсь к соревнованиям. Впрочем, в своих силах уверен каждый юный спортсмен. Я приехал с настроения, люблю участвовать на бег. Занимаюсь борьбой 2 года. Когда я участвовал на соревнованиях, у меня были победы, занимал первые места. Я уверен в себе, что смогу победить. Давай, 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 давай! На забег Победы многие приехали целыми семьями. Побегут на разные дистанции в разных возрастных группах. Но поддержка друг друга здесь просто бесценна, отмечает глава семьи участников из Ярославля. Занимаюсь для себя больше по утрам, бегаю, стараюсь. Настрой, естественно, боевой. Конечно, небольшое волнение есть, потому что 10 километров я, наверное, бегал всего в жизни раза 3. И то на других таких же соревнованиях. Все остальное я бегаю поменьше. Хочется, по крайней мере, точно не ударить в грязь лицом, и чтобы моя семья посмотрела на меня и гордилась. На старте эмоции зашкаливают. На самую сложную дистанцию 21 километр заявились 60 участников. Ожидается, что они будут бежать 1,5 часа. Сейчас на кадрах мы видим спортсмена, который один бежит в обратном направлении по отношению к другим участникам. Это Иван Гаврик из Железноводска. Он идет первым на самой сложной дистанции. Этот участник и придет первым к финишу. Он из тех спортсменов, кто вместе с организаторами командой О-Трейл ездит по разным регионам страны. Здесь есть люди, которые не пропускают ни одного забега нашей. Конечно, они следят за нашими мероприятиями. И мы надеемся, что теперь и гости, и жители Магаса будут тоже регулярно участвовать в наших событиях. Организаторы первого забега Победы в Ингушетии, администрация Магаса, Министерство по физической культуре и спорту республики, команда О-Трейл, генеральный спонсор общества с ограниченной ответственностью «Кидстрой» Алихана Тимурзиева. Финансовую поддержку массового спортивного праздника оказал и сад-гигант Ингушетия. Юным спортсменам пришлись по вкусу сочные яблоки, которые ждали всех участников на финише после забега. Региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с организаторами обратились к нам поддержать инициативу проведения в нашей столице, городе Магас, спортивно-массового мероприятия «Забег Магас». И сегодня нам, как наша организация «Сад-гигант Ингушетия», нам удалось поддержать именно такой прекрасный праздник спортивный. От маршрута, выстроенного организаторами забега, все спортсмены остались в восторге. Дистанция мимо башни Согласия с видами на горы придала особых эмоциональных сил. Хочется верить, что бежать за победу любителям спорта на ингушской земле удастся еще не раз. Анастасия Шишина, Султан Магушков, Хасан Евлоев, Магас 24.